Ольга Киевская. Баллада о матери. 41 год. Потерь и страха заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый, все при нем и силушка, и стать, а за ним второй пацан безусый, слишком юный, чтобы убирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немцу умоляла. «Найн», твердил он важно, — «расстреляй!» «Нет!» — она просила, «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!» И ответил офицер ячинно: «Ладно, матка, одного спасай, а другого расстреляй сына. Кто тебе милее увирает?» Как смертельны этой круговерти, если беречь кого-нибудь суметь. Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь врагу мук таких. Сынов перекрестила и призналась в лицу: не могу. Ну а тот стоял, не пробивая, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшего к груди своей прижал. Брат, спасайся, но я останусь. Я пожил, а ты не начинал, отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: бита! Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткою: расстреляет! Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать рожала, мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две надежды, два крыла, пошедшие над слом. Мать безмолвно сердцем каменеет. Уж не жить с сыночком, не цвести. Дура матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти. А она, баюкая их тихо, утирала с губ сыновьев кровь. Вот такой, убийственно великой, может быть у матери любовь.